Вышивка – национальная гордость чувашского народа. Молва о ярких полотнах и нарядах с оригинальными узорами давно распространилась по миру. Традиции уникальной техники и значения орнамента передавались из уст в уста. Екатерина Иосифовна родилась 26 ноября 1914 года в селе Егоркино Казанской губернии. Ее отец Иосиф Ефремович работал учителем начальных классов. Мать Анна Федоровна была неграмотной крестьянкой. Отец Кати проявлял большой интерес к искусству и литературе. Захватывающе играл на скрипке. Любовь к искусству передалась ей от отца и определила всю дальнейшую жизнь. Когда девочке было 5 лет, отца, к сожалению, не стало. В 1923 году, спасаясь от голода, семья Ефремовых переезжает в Чувашию. Здесь происходит знакомство Кати с вышитыми изделиями, которые бережно хранила бабушка Меланья. Постепенно в Екатерине зарождается желание творить. Во время учебы в фабрично-заводской 7-летней школе Екатерина Ефремова брала уроки рисования у Моисея Спиридонова, основоположника чувашского профессионального изобразительного искусства. И вот маленькой девочке посчастливилось встретиться с Моисеем Спиридоновичем Спиридоновым. Когда маленькая Катя получала уроки у Моисея Спиридоновича, ведь, видимо, это любовь, вот этот пытливый ум, серьезное, кропотливое отношение к чувашскому орнаменту передалось от учителя к ученице. Благодаря рекомендации Моисея Спиридоновича Катя поступает на вышивальное отделение Московского промышленно-художественного техникума имени Калинина. Так начинает воплощаться ее мечта – стать художником по народному орнаменту. И вот на самом деле вот здесь вот у нее проявляется интерес к традиционным вот нашим орнаментам, к вышивке. Ну, то есть не появляется интерес, а появляется потребность исследования вот этого явления. Потому что на самом-то деле ведь не зря называют Чувашию краем 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок. Это на самом деле так, потому что одна из концепций, что в чувашском орнаменте заложена вся мифология, миропонимание чувашского народа. Это правильно, потому что по орнаменту генетический ключ к пониманию вообще чувашского народа, он лежит в орнаменте. После окончания техникума Екатерина возвращается в Чувашию. Работает техником-художником на экспортной базе «Чувашская вышивка». Трудится на базе артелей швейных промыслов. В то время в Чувашии функционировало 24 артели по исполнению изделий с вышивкой на экспорт в страны Европы, Америки, Ближнего Востока. Екатерина Иосифовна Ефремова – это тот человек, который сыграл очень важную роль в становлении профессиональной вышивки в Чувашии. Потому что 20-е и 30-е годы – это тот период, когда в 20-х годах появляются артели, потом образуется фабрика. Но мы понимаем, что дальше вышивка начинает развиваться именно на профессиональной основе. Если народная вышивка – это рука мастерицы, обычных женщин, которые готовили себе приданое, то в советское время мы говорим о том, что вышивка начинает развиваться уже по законам декоративно-прикладного искусства, то есть тем же словом, что и профессионально. В 1940 году Екатерина Ефремова поступает в Московский институт прикладного и декоративного искусства на факультет керамики. Учебу в институте прерывает война. Екатерина начинает работать на электроаппаратном заводе. Окончить учебу удается лишь в 1948 году. Ее выпускной работой становится керамический сервиз «Чувашский квасник», за который она получает грамоту и премию Художественного фонда СССР. После получения образования Екатерина Ефремова возглавляет экспериментальную художественную лабораторию Чувашшвейпромсоюза. Много ездит по районам, собирает произведения народных мастеров, делает зарисовки узоров,
пытается разгадать каждый стежок, занимается возрождением национальной чувашской вышивки. И это становится делом всей ее жизни. Благодаря ей вот этот вот переход от народной формы вышивания, да, народной формы вышивки происходит очень такой удачный, очень правильный, гармоничный переход на профессиональную форму бытования чувашской вышивки. Ей удается удержать развитие уже на профессиональной основе чувашской вышивки на очень высоком уровне. С 1966 по 80 год Екатерина Ефремова работает главным художником на Чебоксарском производственном объединении художественных промыслов «Пагатеря». Этот период считается рассветом ее творчества. Произведения, выполненные по эскизам Екатерины Ефремовой, экспонировались на многих всесоюзных, всероссийских, республиканских и зарубежных выставках прикладного искусства. Аргентина, Бразилия, Индия, Бельгия, Греция, Египет, Япония, Канада, Куба, Турция, Алжир и другие страны с большим интересом знакомились с изделиями этой художницы. К 1960 годам художница становится зрелым мастером и на основе традиционных элементов начинает создавать современные вариации классики. Екатерина Осина, создавая вот эти вот новые произведения, она, конечно же, использовала законы декоративно-прикладного искусства. Это законы композиции, ритма орнамента, соотношение цветов. Но при этом, создавая эти эскизы этих произведений, она использовала традиции. Изучая собранную ею же самой коллекцию и изучая произведения народного искусства, она на их основе создает уже новые произведения, эскизы новых произведений. Но ярким примером является, наверное, то, что саму композицию и орнамент жениховых платков, самого яркого произведения, да, которое создавала чувашская женщина, она использует для создания предметов быта, которые имели такую же квадратную или прямоугольную форму в композиции. Это скатерти, это могут быть и салфетки. Екатерина Иосифовна работает и над сценическими костюмами и сувенирами. Вышитые книжные закладки, галстуки, головные повязки, салфетки становятся своеобразными визитными карточками республики. Но она всегда стояла на традициях, чтобы вот от этих традиций никуда не уклоняться и всегда вот следовать традициям. Хотя машинную вышивку мы внедряли, практически вместе внедряли, но и даже в машинной вышивке мы должны были сохранять вот эти традиции, колорит, шов, рисунок, орнамент, тоже в машинной вышивке, чтобы было чувашские. С рассветом фабрики «Пагатеря» требовалось большое количество работников. Учились у Ефремовой многие, в том числе Мария Симакова и Татьяна Петрова. Татьяна Ивановна приехала в Чебоксары по направлению из Московского художественно-промыслового техникума имени Калинина. Несколько лет проработав с Екатериной Иосифовной, впоследствии сама становится художником фабрики. Уникальный человек в работе. Она так тонко чувствовала орнамент, она цвет чувствовала. Это вот я сейчас с опытом просто об этом могу говорить. Вот иногда работаю над каким-то произведением. Вот я говорю: Екатерина, у меня ничего не получается. Не связывается у меня орнамент, что-то разваливается, вот я не знаю, не могу. Она, понимаете, подойдет вот кисточкой в краску, окунет кисточку, вот так вот мне что-то провела линию, провела так, там, и все, у меня орнамент заиграл, все связался. На сегодняшний день небольшое предприятие Татьяны Петровой является лицом чувашской вышивки. Ведь именно здесь вышивка создается машинным и ручным способом. Произведения самой Екатерины Ефремовой хранятся в музейных фондах Чувашской Республики, Москвы и Санкт-Петербурга. Один только личный архив в Чувашском государственном художественном музее содержит более 1500 единиц хранения.
Он включает эскизы и зарисовки, коллекцию народной вышивки, письма, различные документы, рукописи и фотографии. Такие же внушительные коллекции хранятся на фабрике Пахатеря и в музее чувашской вышивки. Самое интересное, что можно сказать о вышивке, о коллекции Ефремовой Екатерины Иосифовны в нашем музее, музее чувашской вышивки и в Чувашском национальном музее, это представленная в экспозиции вышитая карта Чувашии. Вышивали в 1937 году, а в 1936 году Екатерина Иосифовна после художественно-промышленного училища приступает к работе в Чебоксарах, и кайма этой карты именно эскиз Екатерины Иосифовны Ефремовой. Наиболее известными работами художницы, которые знает весь мир, являются скатерть-урожай, керамический сервиз с чувашским орнаментом «Чувашский квасник», занавес Чувашской АССР 30 лет, скатерть «Дом Советов», полотенце «Кони и дерево» и скатерть «Праздничная». Такого уровня людей уже практически не осталось. Не осталось, потому что от той глубины проникновения в предмет исследования чувашский орнамент уже не существует, к сожалению. Потому что те традиции, которые были заложены Моисеем Спиридоновичем, Екатериной Иосифовной, они уже утеряны. За заслуги в области декоративно-прикладного искусства Екатерина Ефремова награждена орденами Трудового Красного Знамени, знак почета, медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, множеством почетных грамот, серебряной и 3 бронзовыми медалями ВДНХ СССР. Ей присвоены почетные звания заслуженного художника РСФСР, народного художника Чувашской АССР и заслуженного художника Чувашской АССР. В 1974 году ее имя было занесено в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской АССР. В 2015 году в Чебоксарах был открыт музей чувашской вышивки. Здесь экспонируется материал, рассказывающий о творческой деятельности Екатерины Иосифовны. А в 2020 году указом главы Чувашской республики Олега Николаева был учрежден День чувашской вышивки. Сама дата была выбрана не случайно. Именно 26 ноября родилась Екатерина Ефремова, благодаря которой традиции чувашской счетной вышивки сохранились на предприятиях народных промыслов республики. Любовь и мудрость Чувашии на одном полотне для будущего, для наших потомков, которые выживут свою судьбу, свой судьбу, когда придет их время.